Так, всем привет! Сегодня будем делать профилактику, то есть ТО, замену масла. В общем, проблемка такая, раньше я заливал сюда Такуми масло 5В30. Хорошее такое масло было, но я его сейчас в Якутске найти не могу. Вот оно продавалось вот в таких вот банках. Масло цвета такого красного, хорошее такое масло было, но у меня еще тут на доливку даже его осталось. Но вот сейчас его не продают, не могу найти в магазинах, поэтому буду переходить на такое масло, как распространенное, так сказать. Но оно хорошее по качеству, я его в Lexus всегда заливал. Ну и буду заливать теперь его в НЗ-ку. Сейчас я сначала вот этим Вольгой промою, вот этим маслом МПТ 2М. А потом, получается, вот этим матюльчиком я залью матюльчик и буду годик ездить на нем. У меня получается сейчас C110 фильтр на двигатель НЗ. Вот такой вот фильтр. Купил сразу этот воздушный. Сейчас сразу поменяю тоже. Ну и все, в принципе, еще. Машину загнал вот так вот. Сейчас все. Солью старое масло. Залью свеженькое. Промывочное. Погоняю двигатель минут 15. Потом опять солью и буду уже заливать свеженькое с замены фильтра. Такие дела вот. Поехали. Он стекает. Уже чуть-чуть осталось. Крышку открыл тоже, чтобы больше вышло. Ну и это. Всегда я замеряю по одометру масло. Потому что вот сейчас у меня на масле она пробежала на вот этом 7544 многоласта. Ну, загонял машинку. Больше так делать не буду. Вообще замена масла 5000 я обычно меняю. Тут что-то я на этом долго пробежал. Сейчас также я поменяю масло и сброшу на 0. Буду ездить, наверное, 1006. Ну, 6 где-то нормально, в принципе. 5-6 тысяч. И мне замену надо делать. Это как японцы делают. У нас так не получается иногда, конечно. Бывает с деньгами напряги какие-то, либо еще что-то. Не в Японии живем. Но, в принципе, на вот этом масле, на качественном, она должна ходить долго. Вплоть до 7000 ничего страшного не должно быть. Вот такие дела вот. Масло 8100 X-Clean EFE. Это у нас синтетика масла полная. 4 литра. Ну, матюль я заливал, в принципе, его в Lexus когда-то. Вообще хорошее масло, не жаловался никогда на него. Как бы она его сильно и не жрала у меня, и не дымит, ничего, как бы на вот этом масле ездила. Такуми тоже масло хорошее, но вот жалко, что его не перестали возить. В городе я его вообще не вижу нигде. Во всех распространенных магазинах, типа Масума, там в таких нету, короче. Ну, может, надо было поискать, поездить, но я что-то не стал заморачиваться. Вот это вот масло, его всегда можно найти. Хоть и по цене подороже, но оно хорошее, качественное масло. Вот отработочка. Кстати, отработочку я не выбрасываю никуда. Я ее накапливаю в такие канистрочки. И
Очень сильно она помогает. Можно какие-нибудь опалубку там, когда строишь что-то, чтобы не гнило, защитить дерево. Вот. Как бы нижние витки пропитать. Сейчас я ее тоже отложу. Ну и заодно будем бороться с экологией. Ну, в плане того, что беречь экологию. Ни в коем случае масло нельзя выкидывать куда-нибудь. Ну, это, наверное, я один только так делаю. Даже не знаю. Так, ну сейчас вот сюда вот ее солью. Эту канистрочку. У меня уже канистры 3 накопилось, наверное. Ну, куда-нибудь применю потом. Пригодится. Заливаем 4 литра Вольга. Такое масло промывочное. Запечатано оно как-то, конечно, по-простецкому. О, канистрочка ушла. Что, заводим и ждем 10 минут, 15 можно даже. 10-15 минут моем. Пускай хорошенько промоется. Потом все это сольем и посмотрим, что будет. Сейчас оно вот чистое было, как слеза. Посмотрим сейчас, как оно там за 15 минут наберет в себя этой черноты всякой разной. Ну и зальем обратно в отработочку уже. После такой процедуры будем менять фильтр и заливать уже свежее масло. По сути, всегда так надо делать, но дороговасто выходит, конечно. Переход от одного масла на другой дороговасто обходится. Вот сейчас у меня получилось вот это вот 4800 я отдал за вот эти масла. По-моему, 4800 по чеку, да. Вот, фильтр и воздушными 800 рублей обошлись. Как бы так. Я выгнал пока что. Сейчас она там 15 минут пока уматит, чтобы тут газа не было. И ну и вообще как бы это самое, чтобы она поработала нормально. Здесь получается вот такие вот я сделал в прошлом году из деревянных, из доски полтинника, типа эстакадки. Вот. В принципе, нормальная тема. Там он двумя саморезами я ее креплю. Вот. Ну, в принципе, никуда не девается. Все четенько. Здесь тоже она колесом наезжает почти что на целиковую эту. На бревнышко, поэтому, в принципе, никуда машина уже не денется. Крепко будет. Вот. Но крепить надо на саморезы боковые, чтобы она не сыграла в бочину, получается. Вот. Сейчас я вот эту вот закручу еще один саморез. Что-то болтается. Закрепил. Сейчас уже не болтается. Нормально. ТО всегда вот я делаю сам. Потому что так, во-первых, не знаю, выгодно, невыгодно, но скажете, мараться там самому что-то, да? Сейчас уже есть станции замены масла. Но я знаю, что я сделаю это дело качественно, нормальными маслами. Я не знаю, что они там с бочки продают, правильно ведь? Вот, поэтому как бы лучше
заниматься своей машиной полностью самому. Также я и ходовку сам делаю, всегда перебираю. Вот. Ну чё, в принципе, 5 минут делов да сделал. Ничего, как бы, не обломлюсь. Зато я знаю, что я не сорву никакие пробки, то есть вот эти вот сливные, да. Я это делаю предельно аккуратно, как на станциях замены масла делают. То перетянут эту пробку, то не затянут, то еще что-то там. Ну, в общем, резьбу срывают, да. Потом едешь, бах, у тебя все масло вышло. Ну, я это как бы не люблю. Вот. И там еще за это деньги надо платить. Какие-никакие, а все равно деньги они берут же, правильно. Та же самая пехота. Вот. Че, она лишняя, что ли? Нет, конечно. Поэтому я делаю все сам. Знаю, что я это сделаю качественно. Знаю, что нормальные масла залью. Пробку не сорву. Вот. Это мое мнение. И как бы, ну, бывает. Я раньше менял, ездил. Но я менял у хороших ребят. Там, в принципе, сейчас что-то их нету. Но раньше я менял всегда в этом. Станция замена масла была возле Литека. Там заправка по Петра Алексеева. Вот там, короче, один паренек менял. Нормально все делал всегда. Ну, сейчас что-то они то ли уволились, то ли что, я не знаю. В общем, неохота мне туда на станции идти ездить. Сам приехал, вечером сделал. Все. Какие такие вот дела. Ну все, 14 минут прошло, даже 15. Будем загонять машину. Ну, вторым этапом слил я масло. Вот это уже промывочное. Вот такой вот оно имеет цвет. Грязное, но все равно не совсем уже. Но все равно он вымыл остатки всего. Весь этот шлак, который там был. Старое масло все промылось. Сейчас фильтр открутил. Сейчас будем фильтр новый ставить. Фильтр что? Как некоторые по советским технологиям я делать не буду. Мы уже делаем по современному. Масло мы туда наливать не будем. Сразу на сухую закрепляем. Сейчас только совсем крополя резиночку смажем и все. Вот. Надо будет вот так вот. Просто так вот делаем. Так. Совсем немножко. Чтобы резинка была плотная, мягонькая. Все. Сейчас закручиваем этот фильтр на место и заливаем масло. Уже свежее. Вот уже полная канистра, десятка примерно. Почти что отработочки. Сейчас будем заливать свежее масло. Ну чё, тадам! Торжественный момент. Заливаем нашего красавчика, который будет бегать год
По следующему сезону поменяю. Ну, я много на машине не езжу, поэтому в основном по городу. На небольших оборотах у меня работает всегда. Будем использовать его годик примерно, это масло. Может, долить придется. Так вот льется. Пять В30. Так, воронку убираем. Такой горлышко газ туда. Пусть постоит, постекает. Так, ну что еще на субсидии? Меняем фильтр. Для этого нам надо открутить вот этот хомут. Снимаем отсюда и две фишки. И все. Изымаем фильтр. Такой вот фильтр. Уже грязный весь. Год ездил, конечно. Так, сейчас свеженький фильтр. Сейчас посмотрим, что там с грязью. Продуть можно вообще-то компрессором. Все, поставил новый фильтр. Все это дело защелкиваем. Вот все обслуживание у нас годовое. Еще бы свечки поменять, конечно. Но это чуть-чуть попозже. В принципе, эти свечи нормально. Зажигание нормальное, все. Но обычно я свечи меняю вместе с маслом и вместе с воздушным фильтром. Потому что за год много воды может утечь. Как бы свечки изнашиваются. Вот, в принципе, и все. Все, вот и в новый путь на весь год. Теперь будем ходить, бегать на новом свеженьком масле. Лайк. Ну так вот, дорогие друзья, так вот я произвожу свое ТО. То есть, кому понравилось, ставьте лайки. Ну а каждому
что выбирать, какое масло. То есть я много масел перепробовал. Заливал я когда-то Шеврон, помню, в некоторые машины свои. То есть потом начал заливать Мобил. Заливал я в грузовика. Сейчас я даже Зиг залил, попробовал. Ну, не знаю даже. Это все надо смотреть, ездить. Только тогда, через год эксплуатации, будет понятно, что за масло. Как оно дымит, как оно его жрет, как оно его как бы... Ну, для каждой машины свои особенности. По сути, я в гараже как бы постоянно, то есть у меня машина не бегает там зимой на морозе особо, да. Но городской режим, чисто поездил, приехал, гараж поставил, как бы так. На дальники тоже особо пока уже не езжу. Но раньше, когда у меня был Марк 2, я ездил всегда на дальняк, это 100 километров постоянно. То есть каждый день я на работу ездил 100 километров. Это было, когда я жил в Максигалухе там. Вот. Каждый день с утра я приезжал сюда, вечером уезжал туда. Это у меня 100 километров туда, 100 километров обратно. Это по 200 я каждый день наматывал, еще плюс по городу. У меня были километражи по 300 там, километров примерно в один день. Вот там я заливал, я помню, кастролку. Был кастрол, Магнатек. И что-то мне это масло не особо понравилось, потому что я потом крышку заливную открыл, там копоти было, ё-моё. И то есть оно постоянно чернело, хотя машина была дизель, но все равно чернело оно вообще чуть ли не на второй день, короче. Вот, потом я на дизель этот стал заливать, по-моему, Мобил, он уже был посветлее, можно было спокойно ездить уже, ну, большее количество времени, там, до 1000 оно, в принципе, как бы не темнело, наверное, может меньше, не помню уже точно. Вот, а в Суксидо вот я в прошлый год заливал я Петро Канаду, заливал было масло, но оно и начало его что-то сильно жрать. То есть вообще прям много доливки было. Потом я перешел на вот этот вот масло, которое, вот как оно, японское масло, короче. Такуми. Вот на Такуми я перешел, жрать стало меньше. Но вот сейчас как 7000 я на нем больше даже отъездил без проблем. 7500. То есть я где-то примерно. Даже может 8000 я на нем отъездил. Потому что по пробегу 7,5, а плюс еще если взять работу двигателя в холостую, то там больше пробег получается. Но масло черное, Такуми слилось. Это говорит о чем, что моющие средства, свойства у него хорошие в принципе. Вот. Машина как бы на нем бегала нормально. Сейчас я вот уже с промывкой, получается, залил матюль. Матюль я заливал когда-то в Лексуса 470 своего. Лил я в него 4 года матюль. Ездил вообще без нареканий. Двигатель шептал просто. Даже когда я помню залил первый раз в него матюль, после старого масла слил. То есть у меня перестали всякие стуки, там какие-то бряки. Ну вот. Как только я матюль залил, все стало нормально. То есть вообще двигатель стал мягенько работать, шептать. Вот. Заливал я в него каждые 5000 матюль. Я до пятерки гонял, сливал и менял. Потому что эта машина дорогая, двигатель дорогой. Там я не пренебрегал такими моментами. Я вообще заливал в него все самое дорогое и самое лучшее. Вот. Суксид, ну это рабочая лошадка моя. Та тоже рабочая лошадка. Mazda Titan моя, которая. В него я заливаю сейчас Зиг. Ну, дешевенькое масло, попервой, тоже попробовать его хочу. Поездит машинка, посмотрим, что будет. Там дизель все-таки, дизель. X5, по-моему, называется Зиг. В принципе, корейское масло должно быть нормально. Я думаю, что лучше, чем что-то там было раньше залито. Там вообще какая-то жижа, я ее слил, она как мазута была, короче. Вот. Так что за машинами своими следите, катайтесь, не ломайтесь. Всем пока.